Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Баймакскому району. В далеком 1748 году на месте современного Баймака было основано поселение Таналыково-Баймак, которое являлось рудной базой Кананикольского и Преображенского медиплавильных заводов. Это и дало старт развитию населенного пункта, который теперь перерос в центр промышленности Зауралья. В дальнейшем Баймак и весь Баймакский район развивались бурными темпами. Это спровоцировало рост количества образовательных учреждений. Сейчас их 75. В одну из школ, лицей номер 4, и отправляется в рамках рабочей поездки по Баймакскому району глава Башкортостана Ради Хабиров. Хамхат. Бедный Харбер Питали Амак. Система безопасности этим поручением совершили. Карта решили. Он без рахматовой брабл карта алавница, бедный малар. Мына балалар бұл карта белән инәләрендә. Ну, бедный Харбер теге нема бас дурт ход. Бед пока дурт ход. Бара физ контроль Харбер баласын действует шугала. Бед пока временно буны кулламый травмадар. А так было бесстыдно. А мына бұл карта белән столовый забрәнеме алырга буламы, юкмы? Или Пока yok. Юкмы пока? Алып түл теге халалар и аша табыт. Ие. Питаниеға бар, транспортқа қолдана, и мында скуташа өтәбір. И электронный журнал, электронный дневникка эшлей. И полностью жыл система біздің эшлей. Молодцы. Проходы сотрудников, постановка питания по классам. А, вот, ага, и баланс на курина. Можно, допустим, балага не Молодцы, здорово. Здравствуйте. Медицинский инспектор, да? Ага. Ну как? Все хорошо, все отлично. Студент какого курса? 5-й курс, лечебный факультет. А сам местный отсюда? Да, в деревню езжу, прохожу практику уже 2-ю неделю. Всё Ну, нравится. как, нету случаев пока ничего. Случаев нету. Слава богу, все хорошо, все нормально. А вообще вот народ слушает, прислушивается. Вот вы приходите в белом халате, Да, педагоги они слушают. как-то смотрят, соблюдают. Мы как бы еще требуем от них. Ради Фарич, Чтоб один из соблюдали. требовательных инспекторов, про него говорят. Ну, очень здорово. Я хотел. Но ведь и для них это практика. Они вот такую настоящую практику получают. Вы же как практик вам? Да. Ну, мы попросили вас, вы в курсе. Я же просил вас на 2 недели, а решили еще на неделю, до 21 сентября. Поэтому, ну, поработайте уж, как говорится. Хорошо, конечно. Он хочет работать. Очень здорово, очень здорово. Ну вот, Потом еще вернется в район. потом мы, значит, Максим Васильевич, мне, как всегда это должно быть, они приедут, мы с ними встретимся, их надо представить к наградам каким-то, кто там отличился. Особенно надо посмотреть тех школы, где не допустили. Вот. У нас, к сожалению, там в 3 школах допустили. Ну, мы закрывать не стали. Ну, это же люди болеют, они, любой из нас может заболеть. Вот самое главное, не допустили распространения. Вот это. Спасибо большое. Вы очень важное дело делаете. Спасибо. Прям вот очень-очень важно. Молодец, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Так. Ну что, довольны вы? Да, очень довольна. Стоматологический кабинет начал свою работу с момента получения лицензии. У нас определен врач-стоматолог. Здравствуйте. Хамхат. Саитов Татьяна Салаватовна. Работа ведется индивидуально. Вы прямо детский стоматолог, да? Вот детский стоматолог. Высшей категории, отличник здравоохранения. Отлично. А вот как дети приходят? Вот мне важно понять, они записываются кому? Вот на санацию или что? Вот как это работает? Когда медосмотр, Ае? там назначили, А уже я? вот им говорим, они приходят в это время. А уже по времени? По времени. Ага. Спрашиваем, когда свободно, что вас такие. Сознательно идут пока, Аллах'a шүкір. Яра. Не, а дарулар бар ма? Без барана, все яра. нормально. Отличный кабинет. Оборудование тоже моторное. Яра. Идеально. Мы начинали так, не было. Шлема. Надо подумать, вот давайте для районов потихонечку, Максим Васильевич, в Уфе больше строить не будем этого. В Уфе есть детские поликлиники, они могут, там дети не в школу, так в детскую поликлинику, быстро не в эту, так в другую, там несколько. Надо строить в селах, вот, и в малых городах.
Вот в Баймаке нужно определять еще одну школу. Единственное, вот врач-то будет, вот как будет, мы вам можем еще одну построить. Единственное, с врачом как. Вот если вы найдете врача, возьмите еще одну школу. Нам же надо поручение, чтобы мы взяли так называемую региональную субсидию как раз для детских школьных стоматологов. С Минфином сейчас прорабатываем эту историю. В смысле, ну, то же самое, вот как чтобы, сельские, да? Или Да, как? то есть какая-то будет субсидия именно, чтобы доплата была, и тогда я думаю, что и молодые специалисты пойдут, и мы тогда недокомплекта не будет. Потому что вот я вот как докладывал на оперативном совещании, потому что у нас есть районы, где, к сожалению, один врач-стоматолог вообще на район. Поэтому Но, насколько я знаю, вы тоже, по-моему, единственный врач, детский стоматолог на район, да? Нет, у нас есть еще стоматологи. Есть, ну ладно. здесь он ведет приемы в поликлинике стоматологической, и в школе. Мама с той больницы, она сама врач-стоматолог. тоже стоматолог. Укомплектован стоматологами 100% по Баймаку. Ну, отлично, да. И она поступила туда же, в стоматолог. Дочь стоматолог. Ну, а теперь, чтобы сделать, чтобы она вернулась. Она сказала вернется, когда мы поздравляли. За 6 лет много воды утечет. Нет, мы замуж отдадим Баймаку. Хорошо. У нас стойкий человек. Ну, вот так вот должно быть. Вот так. Вот и найдите одну школу. Ну, какая следующая у вас по величине школа? Это школа номер 2 города Баймака. Там есть место. Если такие будут условия, то это было бы отлично. Давайте еще одну школу. Тогда оформляйте вот поручением, да? 980 Да. детей. Мы эту программу полностью пока вообще закрыли, потому что, ну, вот мы сделали, и была задача, чтобы посмотреть, как они работают. Вот, пожалуйста, это все работает. Но тогда потихонечку вот начнем там, где это особо нужно. Вот начнем с Баймака. Ради Фаридович, принято. С вас задача, ну, мы профинансируем, с вас задача организовать хороший ремонт, найти врача потом. Будет. Рахмат, Рахмат. Да, спасибо большое. Рахмат. У нас доп. Образования, поэтому мы представляем директора исполнительной культуры, их работу. А это у вас сразу вот центры доп. Образования. А что Добрый даете? день, уважаемый Ради Фаридович. Я рада вас приветствовать в учреждении дополнительного образования на станции юных натуралистов. У нас обучаются более 200 детишек. И с 2018 года в нашем учреждении в рамках реализации «Доступная среда» созданы все условия для обучения детей-инвалидов. И я вас приглашаю в кабинет, где проходят занятия с детьми с особыми образовательными потребностями. Здравствуйте. Амхов. Ведут у нас педагоги дополнительного образования Янбекова Нурия Хуснуддиновна занятия с девочкой Полина Владимировна. Ваша девочка, да? Ага. Ну как, нравится здесь? Красавица какая. Красавица. Помощь оказывается по лечению там с врачами как? Здесь в больнице наблюдаетесь, да? Ну, все нормально, да? Там, Вот у нас министр здравоохранения, если вопросы какие-то есть по ребенку. Родар барма? Здесь у нас стенд Ради Фаридович. У нас не только с детьми занимается, но и участвует в различных конкурсах республиканских. Здесь у нас тоже присутствует мальчик на занятии, мама со своим ребенком. Ходит вообще, нет? Да. Желанием ходит? Да, дети с желанием ходят. И у нас еще наши педагоги дополнительного образования учат детей учить любить природу, ухаживать за ней, беречь. И в живом уголке у нас тоже дети занимаются. Здесь учат в живом уголке любить и ухаживать за животными. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, Здесь у нас, у нас живой уголок. Вот наши питомцы. Это улитки ахатины, красноухие черепахи, это наши песчанки, джунгарские хомячки, сирийские хомячки, наша красавица шиншилла вот заснула. Здесь у нас кролик домашний. Также у нас есть волнистые попугайчики и попугаи Кареллы. Здорово. И вот здесь у нас небольшой уголок оформлен, аквариумнистики. Дети с удовольствием ходят на занятия, учатся, и вот после посещения нескольких занятий они себе питомцев заводят домой. И не только, получается, в стенах нашего учреждения они ухаживают за своими за животными, но и дома продолжают ухаживать за домашними питомцами. Здорово, здорово вообще.
Первый раз я вижу такой у вас, как мини-зоопарк такой. Да, наш мини-зоопарк. Ага, молодцы. Здесь только позитива набираешься, ради Да, 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 конечно. До свидания. До свидания, ребят. Еще хочу сказать, что у нас обучаются дети не только в данном учреждении, но и мы проводим занятия на базе детских садов и школ нашего города и района. Поэтому, чтобы больше охватить, стараемся больше охватить детей дополнительным образованием. Да, конечно. Ну, вот сейчас все, уже вы в полном режиме работаете, Да, да? То есть, да, ну, да. соблюдаете все вот правила, получается. Конечно. Да, дети соскучились, наверное, да? Да, соскучились, им не хватает живого общения. Конечно, да, да, да. Ну, дай бог, чтобы мы этот период прошли. Спасибо. 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 Хорошо, что у нас доп. Образование все рядом, и дети, не выходя из школы, уже могут именно заниматься в разных кружках. И мы идем в Центр детского творчества. И там как раз мы вместе с ними реализовываем проект, два проекта «Танцуй» и «Шахматы». И 10 класс у нас уже в шахматах и по танцам. Здорово. Я почему шахматы вот придумал? Это, я считаю, что каждый школьник по выходе из школы должен уметь хотя бы двигать как правильно. И вот на сегодня они видят занятия шахматом. Тренер, заслуженный работник. Ух ты. Образование России. Жубаир Джуфаратович. Вот он. Ух ты. Все работает. Вот у нас чемпион России. Он чемпион России по шахматам. Маленький мальчик такой, Фаизов его фамилия. Скромный до такой степени вообще. Искандер молодец. Да, здорово. И добивается республиканских и российских успехов. А с желанием занимаются дети? Вот, Был вот проект «Взлетай» очень нужно, я считаю, потому что я шахматами занимаюсь 30 лет уже. До этого работал учителем физкультуры. Вот в начале 75-м, 78-м году, когда приходил в класс, полкласса руку поднимали, кто играет в шахматы. Вот сейчас я захожу в средний класс и там спрашиваю, кто умеет в шахматы играть, единицы поднимают. Ко мне новички приходят, записываются, спрашиваю, отец умеет играть? Нет. Папа, дедушка, дедушка говорит, умеет. Да. Вот так получается. Вот это, если мы этот проект «Взлетай» будем реализовывать. Вот наши вот эти десятиклассники занимались, все научились играть в шахматы. Вот десятиклассников легче научить шахматы, чем первоклассников. И потом, думаю, и где-то больше половины выполнили даже спортивного разряда. Искандер, у них правильно? Он хочет с вами сыграть. Он мат оставит ваш счета. У нас дети голодные, иногда вот королей кушают. Ради Фрича, вы умеете играть в шахматы? Я умею играть. Вы мне... Ну, с чемпионом России я первый раз играю. А юноша у нас чемпион России? Да, чемпион России. Вот его. Среди кого? Так, и фамилия у нас? Фаизов. Фаизов Искандер, чемпион Приволжского федерального округа 2016 года по русским шашкам среди мальчиков до 9 лет. Чемпион Республики Башкортостан 2017 года по блицу быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет. Чемпион Республики Башкортостан 2018 года по шахматам среди мальчиков до 11 лет. Вот такой вот соперник Ради Фаритовича. Это что-то мне... Ох ты. Все правильно? Я меняюсь? Это король. Подожди, как... у меня же черный, да. Нет, сейчас. Да. Здесь король. Все понял. У нас получается неправильно, я смотрю. Вашу неправильно поставили. Да, неправильно поставили. Не забалуешь. Вот у меня король, вот стоит. Да. Все, шах и следующий ход. Да, похоже, я-то играл на горе сюда, я все перепутал, и я усилил эту часть. Ладно, это сейчас. Доску неправильно поставили. Ничего. Нет, еще до шаха не спешите. Тут еще...
До шаха тут еще надо. Шаг стоит, шаг. Сейчас вижу. А, да. Молодец. Специально неправильно Ну, фигуру как поставил. вы? Ты что, наоборот поставил? Не. Молодец. Это я неправильно поставил. Молодец. Молодец. Спасибо, Рахмат. Мы сейчас о чем думаем? Вот с прошедшим думали. Мы по республике сейчас раскидываем сеть полилингвальных гимназий. Если вы предложите мне хорошую школу какую-то, вот мы 4 открыли, то я готов вас поддержать. Полилингвальная. Это понятно, это углубленное. Ну, во-первых, это углубленное изучение национального языка. Так, мы 3 башкирские открыли, 1 с татарским открыли. В Нефтекамске открываем. И, конечно, 2 иностранных языка. Ради Фаридович, у нас есть такое учреждение, Баймакский лицей-интернат? Как раз У нас это интернат, который я показывал. национальная, Там национальная школа. Можно сделать полилингвальные. Но это и более сильная поддержка материальной базы. Да. Вы подумайте, это не спеша. Это не на этот год и не на 21-й, а где-то на 23-й, на 24-й. Но если вы предложение сделаете, но там какие условия? Все-таки школа прилично должна быть в материальном смысле. Но мы туда там ремонт сделаем капитально, еще что-то, чтобы вы нашли сильных, лучших преподавателей туда. Потому что, ну, эта школа, ну, как бы мы делаем самую крутую школу. Самую крутую, как это говорят. Хорошо. Ради Фаридович, Подумайте. все, думаем. Ух ты. И они в этом году выиграли 3-е место. Здравствуйте. Тренер Лукаев. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Команда, которая может достичь федеральных успехов. Ух ты. Какое самое высокое достижение? Так, 4-е место мы 3 раза занимали на финале России. Даже. На финале России. Мы 1 раз заняли, люди гуглили, искали на карте Баймак. Да. А это какой возрастной категории? Это как? Так, мы по разным возрастам участвуем, а здесь именно школьные команды и основной класс 10. А где этот турнир проходил? Турниры Он в разных городах в России? разных городах, в основном в Перми, Ульяновск. Ну, молодцы. Ну, самый такой результат у нас, конечно, был в Сочи, это в 2015 году, Всемирные игры юных соотечественников. Мы играли в составе сборной России, я возил 4 девочек на стритбол, были первыми. Здорово. Здорово, молодцы. Зачем? Молодцы. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну, вот Да, у нас так. капитан, он 11-классник, и у нее было желание сфотографироваться с командой. Давайте. Со всеми. Если можно. Давайте, с удовольствием. Где стать? Вот здесь оставим. Давайте. Давайте фотосессии привыкаем. Спасибо, удачи. Спасибо. Давайте ждем от вас чемпионов России. Молодцы. Давайте, молодцы. Спасибо, до свидания. Ну, настолько скромные дети вообще. Они... Ну, видно же. Да. А зал-то где у вас? А вот этот зал, да? Да. Вот здесь они тренируются, да? Здесь они тренируются. Они, когда самое важное, приходят в 7 утра, первый до урока тренировка, вот их все лечения. А, вот, ага. Тут даже у вас 2 зала получается. 2 зала, да, Два зала, поэтому удобно. И урок по физкультуре вести удобно. Зимой особенно. Все нормально вот, по спорту. Ну, культивируем. Ради Фаридович, когда у нас ФОКа не было еще, эти спортзалы днем и ночью были забиты. Вечером здесь предприятия, учреждения, соревнования проводили, образовательные учреждения, трудовые коллективы полностью забиты были. Когда ФОК построили, разгрузили, и как-то вот это взаимодействие наладилось. Отлетает за месяц. Да. Тут настолько все занимаются. Там такие здесь. Хорошо, видите, у вас тренер какой. Вот где-то появляется толковый тренер, сразу. Я говорю, завидую, что вот вы такой человек здесь есть у ребят, потому что от тренера все и зависит. Эту команду вы сделали, и такие результаты даете. Спасибо. Спасибо. Это вам спасибо. Награда есть в республике нашей? Да, есть. Что есть? Заслуженный работник физической культуры РБ. Да. Ну, мы еще дадим награду. Спасибо. Как вам спасибо. Это просто... Неплохо. Он достоин. Вот надо взять вот у него помощники, вот за такие хорошие же успехи.
хотел бы тоже сказать, я не один, у нас вообще сложилась система. Тренера, Евгения Викторовна, можно вас? Тренера, это мои тоже воспитанники, пришли работать по своей специальности. Затем... А вы отучились где-нибудь уже? Да. А где отучились? Стритамаки, техникум физической культуры ТФК, да? И академия. Ну, СТФК. Да. Знаете, какие первые соревнования у меня в жизни были, самые первые? Кубок СТФК по греко-римской борьбе. Я же шимбайский, я вот туда приезжал, мы боролись там. Там же всегда раньше было сильно, там борцы были сильные в СТФК. Многие, кстати, вот я с кем сейчас разговариваю, вот в школах преподают, это этот СТФК, техника физической культуры. Сильная школа, да. Сильная очень школа, она такая. Спасибо. Тут наша инклюзия здоровья детей. Дальше остался у нас тут интерактивный башкирский. Выходында болғасы орыс балаларына орыс балалар сөйлеше ме? Сөйлеше. Сөйлеше. Сынапта. Биыл да 5 жылға балалар өздерінің әрбір картатағын бізге алып келіп бір-бірін дайым өзгертіп тұрады. Мұнда біздің оқыған балалардың картаталарының тарихы тасталды. И бұның как мемориал памяти. Живой уголок. Әркім өзінің картатағын мұнда дайым өзгертіп тұрады. Мына бұл менің картатай. Бұл менің картатай. Ол орыстан түрі. Владимир Фарич, біздің районда мына 6 герой Советского Союза болды. 6 кеше. Ертең сайын әр қабылдайсыз. Героические люди были. Мы начали проект «Шеймуратовские классы». Подключайтесь. Это вот как... На 3 школы только пока. Пока на 3, да? Да. Ну, потом, когда со следующего года начнем, тогда это прям шеймуратовские классы. Форма одежды, такая вот национальная, башкирская, там, ну, деловой национальный костюм. Вот этот. Надо будет потом... классы с национальным колоритом. Да, по сути так. Ну и посвященные генералу Шеймуратову, конечно. Бүгін бізде құрметті қонақтар, хаумаға Ради Фарит улы, хаумаға Фәнис Ғабдирашид улы, хаумаға қадірлі қонақтар. Бүгін бізде дәрісіміз интерактив башқұрт тілі. Һәм біз бұны класстан тыш эшмәкәрлек итеп үткәрәбез. Һәм бүгін безнең алдыгызда 11-нче класс укучылары утыра. Улар безнең киләсәктә зур тормыш сынау алдында торалар. Чөнки улар киләсәктә үзләренә һөнәр хәләсәктә. Һәм имтихандарды уңышлы тапшыргандан соң бездән имтихандарды улар төрле уку йортларына укырга барыр өчен әзерләнәләр. Шуның өчен дә бүгенге безнең темабыз һөнәрләр темасы. Һәм без иң алда безнең видео дәрес бирелгән, без укучыларга видео дәресне караны. Артадан дәвам итәйек. Будущего времени. Теперь вы с легкостью сможете рассказать о планах на будущее. Бұл ябай ол деді балаңыз. Артадан. Рахмет, қабылыңыз. Рахмет. Добрый день, здравствуйте. Уважаемый Ради Фаритович, от имени детской телестудии «Кнопка ТВ» мы бы хотели задать вам пару вопросов. Скажите, а вы посещали какие-нибудь кружки или секции в детстве? Ну, я в детстве занимался спортом, борьбой занимался. Вот это отнимало на самом деле много времени. А ну вот, наверное, какие-то другие секции я не посещал. Вот борьбой занимался. Спасибо большое. Уважаемый Ради Фаритович, кем вы... Ой. Смелее. Каким вы видите? Каким вы видите в будущем проект «Взлетай»? Ох ты. Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы этот проект активно вошел в наши школы. Он ведь делается для вас. У меня была идея какая, чтобы вы выходили из школы, наши дети, уверенно говорящие на иностранном языке, на английском языке, на родном языке говорящие, крепкие физически, с красивой улыбкой, знаете, умеющие публично выступать красиво, умеющие играть в шахматы, танцевать вальс. Ну, то есть вот такой самый современный такой суперчеловек должен выйти из нашей школы. Поэтому я вот в моих планах я очень надеюсь, что многие наши школы республики в эту программу войдут и, соответственно, вот будут воспитывать таких замечательных ребят, которым нигде не страшно будет, ни на балу не страшно будет, ни на спортивной площадке, ни где-то на научной конференции, они всегда будут первыми. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Еще один модуль реализуется у нас «Садись за руль». А вот как вы его реализуете, «Садись за руль»? У нас совместно есть соглашение. Для всех у нас скидка 15% для сколько это стоит?
Сколько Это стоит курс? 22 700 Дешево, стоит, да. Дешево. Мгм. И для отличников они сделали 20% скидки. То есть в прошлом году из 40... Из 42, 38, 35 уже сдали и сразу по выпуску, когда им 18, они уже получают. Да, то есть вы им даете свидетельство, что он прошел практический и теоретический курс, ему исполняется 18, он идет экзамен, сам, мы на себя грех не берем, как говорится, и уже получает права. Очень хорошая история. И цена хорошая, а еще минус 15, то уже где-то 15 тысяч получается, да? Ну, родители уж могут найти такое. Да. Это в рамках проекта «Взлетай». Это Да, очень полностью, да, вот в этом образовательном учреждении мы полностью А это у вас только в реализуем. одной школе Да, делаете? в этом году, да. На следующий год мы 2 учреждения включили. На следующий год 2 учреждения включили. Еще дополнительно 2. Это Отлично, отлично. Яра. Рахмет, Хабулов. До свидания. Спасибо. Рафич, пока проект «Взлетай» не во всех школах Республики Башкортостан внедрили, в этой школе на достойном уровне, но у нас планы, чтобы везде были модули. Мы, знаете, когда проект вводили, это же требует и финансовых усилий, организационных, и преподавателей. Поэтому у нас не было задачи прям приказом, вот сегодня все вводите. Мы по прошлому году, как только его начали, где-то, по-моему, 70-80 школ у нас вошли. В этом году это уже увеличивается. Около 200 уже. Да, потихонечку будем смотреть. К 2024 году я надеюсь, что, по крайней мере, больше половины школ нашей республики в этой программе будет. В той или иной части. Нет же, не обязательно же все 10 проектов вводить. Достаточно 2-3 взял, которые сама школа потянет, и которые детям интересны. Поэтому так. «Взлетай» ваша программа. Почему? Почему внедряете? Я уже говорил, чтобы наши дети, хочу, чтобы были конкурентными. Понимаете, чтобы они не стеснялись московских детишек, которые там с хорошим английским где-то, может, не стеснялись там детей, которые, может, где-то спортом больше возможности заниматься. Они были современными. Играть в шахматы – это признак культуры современного человека. А танцевать вальс – это то же самое. Спасибо.